Доброго дня! Мы продолжаем тему «Образы детей в фарфоре» из коллекции Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника. В предыдущих онлайн-сообщениях мы рассмотрели 4 направления нашей темы детства. Маленькие помощники, дети и спорт, сказочные персонажи в образе детей в фарфоре, мама и малыш. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Пусть нам лето жаль немного, мы грустить не будем зря. Здравствуй, к знаниям дорога, здравствуй, праздник сентября. Это замечательные стихи детского поэта Владимира Александровича Степанова. А мы начинаем наше новое направление темы детства «Дети идут в школу». Снова и снова у меня перед глазами картинка из детства. Раннее, солнечное, прохладное, первосентябрьское утро. Выбегаю из дома несколько раз и с надеждой смотрю через дорогу на школьный двор. Боюсь опоздать. Уже готов с вечера праздничный букет. Выглаженная новенькая школьная форма. И мне так хочется окунуться в мир под названием «Школа». Тороплю маму, тяну ее за руку. Мне кажется, что время остановилось. А мне так хочется увидеть свою первую учительницу, прочесть для нее стихотворение и, наконец, стать ученицей. Я очень хотела идти в школу. Это эссе написала учитель начальных классов Кучменева Любовь Андреевна. Каждый из нас в тот свой первый сентябрьский день испытывал похожие чувства. Поэтому мы выделили в отдельную группу скульптурных композиций популярные в интерьерной пластике образы школьной повседневности детей. В цехах Ленинградского фарфорового завода в 60-е годы XX века была выпущена скульптурная композиция «Школьница» с портфелем и букетом цветов. На невысокой округлой бело-голубой подставке фигурка девочки в школьной форме, коричневом платье с белым воротничком, белом фартуке. В правой согнутой руке букет желтых цветов, в левой портфель, на ногах черные туфельки. Волосы коротко подстрижены. На макушке чуть справа белый бантик. Скульптор Велихова Софья Борисовна. Место выполнения – Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Время изготовления – 60-е годы XX века. Следующая статуэтка, которую вы увидите, называется «Первая буква». На невысокой круглой подставке на возвышении в виде пенька сидит женщина, приобняв стоящую рядом девочку и держа перед ней раскрытую книгу, одета в длинное летнее платье с оторочкой зеленого цвета. Воротник зеленого цвета, на ногах светло-коричневые туфли. Девочка лет 6 в коротком белом платье, в зеленый горошек с длинными рукавами. На голове 3 синих банта. В руках они держат книгу. Мама – самый родной и близкий человек для маленького ребенка. Мы видим, что отношения дочки и матери доверительные. Мама показывает дочери первую букву. Главная роль в формировании дружелюбных и теплых отношений между ними принадлежит матери. Место изготовления – Украина, город Полонное. Полонский завод художественной керамики. Время изготовления – 50-е, 70-е годы XX века. Скульптор Коломиец Инна Антоновна. В эти годы в ассортименте завода появилось около 20 новых наименований. Самые яркие из них – Иван-Царевич, Первая буква, Тарас Бульба. Они выпускались заводом долгие годы. Следующая статуэтка изготовлена по мотивам рассказа Льва Николаевича Толстого «Филиппок». Главный герой Филиппок очень хочет учиться в школе, куда уже ходит его брат. Однажды ему это удается сделать. Он решил без разрешения бабушки идти в школу, которая находится за селом. По дороге мальчик встречается со злыми собаками. В школу он приходит испуганным. Он даже не может первое время говорить с учителем.
но потом неожиданно начинает храбриться. Учитель разрешает ему сесть рядом с братом и обещает поговорить с мамой, чтобы она разрешила ему ходить в школу. Мы видим фигурку шагающего фарфорового мальчика Филиппа в большом не по возрасту зипуне. Зипун белый, подклад серого цвета. На нем также розовая рубаха в горошек, подпоясанная коричневым поясом, полосатые синие штаны. На голове серая шапка-ушанка, на ногах лапти. Левая рука Филиппка в кармане зипуна, в правой большая книга с коричневым переплетом и черным корешком. Мальчик гордо шагает в школу. Скульптор Алексей Федорович Пахомов, художник Елизавета Николаевна Лупанова. Место выполнения – Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Время изготовления – 70-80-е годы 20 века. Мы рассмотрели тему «Дети идут в школу». Все мы родом из детства. Это замечательные слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Тема образа детей продолжится. Мы рассмотрим не менее интересные направления, и вы увидите удивительные фарфоровые скульптуры из коллекции Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника. В следующем онлайн-сообщении мы рассмотрим новую тему – русский фарфор, сервиз для мороженого. До новых встреч! С вами была Елена Лобецкая, специалист отдела фондов Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника.